Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет. Привет. Первый наш сюжет посвящен квест-игре. Программа «Пропеллер» уже не первый раз снимает различные квест-игры. И в этот раз в квесте принимали участие студенты сразу с 3 учебных заведений. Каким же образом проходили данные состязания? То есть телефон. Ай-яй-яй. Опа! Задания выдавались на чекпоинтах. По прохождению каждого задания участникам давалось как такое небольшое направление. И так, кто быстрее пройдет и соберет все чекпоинты, да, соответственно, получал приз. Поиск чего бы то ни было, это в природе самой человека, в собирательской. На самом деле очень здорово, что образование нашло способ обуздать и поставить эти инстинкты, так сказать, на службу образования. Это круто. Всем привет, друзья! Это Михаил Кириллин и программа «Пропеллер». Сегодня мы снимаем квест. Сегодняшний квест, как сближение первокурсников, чтобы они заобщались друг с другом, познакомились. Вон, кстати, они бегут, сзади тоже бегут. Наша станция «Торнадо», они приходят к нам, и мы им задание даем. Пойдем искать следующую станцию. Вон, я их вижу, смотри, эти в белых футболках. Стой! Ребятушечки, стоять! Стоять! Отвлекаешь? Нет, слушай, Четвертая станция, что за команда? четвертая Что за команда у вас? О, сейчас скажу. Сейчас мне записано. Где? Пошли! Пошли за ними! Майк! Вперед! Майк, не отставай! Быстрее! У них собака есть еще, смотрите, это нечестно. Мы только что потеряли нашу команду, за которую мы закрепились. Почему-то. Да, оператор? Сегодня есть приз какой-нибудь? Да, есть. Какой? Не скажу. Давайте. Ну скажите, так это все равно выйдет потом уже, через неделю. Тортик вроде. Тортик? Да. А сок? Сок есть один. Сок, да? Бум, который... Вот молодые первокурсники. Бегать-то умеют, а я-то старый уже. Это где будет показывать по новостям, да? Покажите Да, меня. там- Мама, я тебя люблю! Казус, привет! Вы первые! Вы первые! Быстрее! Шучу, вы не первый! Что? Сколько станций прошли? Все? Вы первые! Вы первые! Шучу! Нет, вы не первые! Там уже есть! Вот наивные дети, наивные дети. Мы не будем говорить, кто занял первое место, кто второе. Друзья, сегодня все победили. Главное, хорошо поиграли, с отличным настроением идем домой. Всем спасибо. Михаил Кириллин специально для программы «Пропеллер». Пяу. Мотоклуб Old School организовал выставку ретро-мобилей. Там были и автомобиль один, и ретро-мотоциклы. Всегда приятно смотреть на результаты чего-то тщательного труда. Мастерски сделанное что-то. И действительно, реконструкция – это один из таких моментов, который очень интересен для наблюдения. Плюс, чем старше модель, тем сложнее восстанавливать, искать детали, да, какие-то. В первозданном виде вообще сложно такую технику вот в деревнях-то уж точно найти, да, если только она где-нибудь не загнивает в сарае у какого-нибудь дедушки, который про нее даже не помнит. Соответственно, как и у моего деда. Как у меня. Прелесть в том, что на выставке ходили уже мужчины в таких годах, ну и как Кэп примерно. Спасибо, В Марина. принципе, различной возрастной категории смотрели на эти мотоциклы уже восстановленные и с грустью вспоминали, что когда-то лет 20 назад они мечтали об этом мотоцикле, но не могли себе позволить. И сейчас вот он стоит практически как новенький, и он все равно не может себе позволить, потому что это экспонат. Очень много мотоциклов по ленд-лизу было переправлено на территорию Советского Союза. Это были мотоциклы Harley Davidson. То есть у нас были свои мотоциклы, которые во времена Второй мировой войны служили нам и вот с тех пор остались. Это, в частности, мотоциклы ВЛ, которые в народе получили название «Валуй». Это настоящие Харли Дэвидсоны, которые впоследствии послужили прототипом для наших советских мотоциклов. И именно поэтому еще вот эти музейные экспонаты так ценны, потому что это буквально прото-мотоциклы советские. То есть это дедушки
вот этих советских мотоциклов, на которых ездят наши дедушки. Это старушка Ява. Почему она самая любимая? Потому что она попала как раз на тот период молодости, да, когда тебе 14 лет, и ты хочешь его, да, и ты понимаешь, что его у тебя никогда не будет. И вот он появляется только тогда, когда тебе исполнилось 40. Понимаете? Но вот это детские ассоциации, да, они живые. Явы у нас вообще в Якутске не завозились. Их привозили летчики и спекулятивно продавали на рынках. Поэтому только наш автопром. А таких вот качественных, хороших мотоциклов не было в Советском Союзе. У нас в Якутии не было. Они были на Западе, были Явы, ЧЗ, там Панонии были. Периодически ГДРовские вот попадались. Но до нас до севера не доходило. Идея реставрации возникла, чтобы сохранить то, что сейчас еще есть. Для тех, кто придет после нас. Все общие знания, умения, если объединить, то можно добиться очень хорошего результата. Вообще у многих мотоциклов такие истории, что можно книги писать. Сильные истории. Человек из Намцев приезжал в Якутск за лекарством, и это было 3 ноября. И вернулся обратно. Ну, а вот на этом мотоцикле, когда вот хозяин отдавал, он обгоревшего ребенка в Тулагин, в город, в ожоговое отделение вез. Летел там, и мотоцикл такие показатели давал, что он не мог так ехать. Сопутствует такое чувство, как холод. Попал в дождь, замерз, не подоел. И вот хочется горячего чаю. Чай для байкера – это первая, самая необходимая, понимаете, в жизни вещь. А старинный самовар – это то средство, когда можно приготовить чай просто в любых условиях. И вот поэтому с нами чай всегда. Вообще мотоцикл, да, это то средство передвижения, которое открывает для тебя свободу. Когда было лет 12-13, вот это чувство езды, оно почему-то тогда приравнивалось к чувству полета. И ты вот чувствовал себя человеком парящим. Тогда не было такого движения в городе, не было освещения. И вот это чувство, вот это вот совершенно другое восприятие, как вошло в подсознание, оно так и осталось. Машина не то. Машина не дает ощущения дороги. То есть в машине не чувствуешь запахов, ты не чувствуешь ветра. А мотоцикл, он именно дает тебе слияние с окружающим миром. А третий сюжет у нас посвящен КВНу, а именно прошедшей 1/2 финала Лиги региональной КВН Якутия. Ну-ка, расскажи, какую пару шуток хотя бы из команды КВН. Ну, я же не КВНщица. Какое может быть деление женский и мужской юмор? Объясните мне. Ну, мужской юмор, он такой брутальный. А женский... Гендерное разделение-то у нас есть. Посмотри, все комики у нас практически мужчины. Большинство-то мужчины. А как же Регина Дубовицкая? А? Ох, ничего себе. Как же Елена Степаненко? Ох, ничего себе. Как тебе такие имена? Как же Клара Новикова? Что ж ты вспомнил-то? А как же весь состав Comedy Woman? Да, кстати говоря. Сколько их там? Кто бы знал, сколько их там. Но все-таки, если посчитать мужскую часть, она будет преобладать. А мужчины веселее живут, потому что. Дорогие друзья, мы в прошлых играх не познакомились с вами как надо. И теперь решили познакомиться с вами как надо. Толстого знаешь, Косого знаешь, Вонючку знаешь, а они вообще кто? Это один и тот же человек. Мы сейчас стоим на сцене, это моя команда, это зал, это жюри, а это я. А теперь твое лицо влезло.
А, нет? Ты что, всю ночь в Наруто смотрел, да? Не-не-не-не. А ну-ка иди сюда. А ну-ка дыхни. Наруто пахнет уже. Это Коля! Марфа Николаевна вот так говорила сделать. Вот так. Нет, она говорила вот так вот надо делать. Нет, хорош! Ира, ты ангел, спустившийся с небес? Нет. А может, ты русалка, сидящая на ветвях? Нет. Может, ты сирена, которая вышла из моря и манящая меня? Нет. Да что ты за тварь такая, а? А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. На свадьбе Евгении Колотко свадебный букет поймали. На другой свадьбе. Ребята, давайте серьезнее, а? О, оказывается, умею. Ты что, всю ночь в Марио играл, да? Не. А ну-ка иди сюда. Все мы знаем, что телохранители – это обычные люди, которые в бывшем боксеры, каратисты, в общем, люди, которые занимались боевыми искусствами. Представьте, телохранитель, который в бывшем рестлер. Молодцы! Это мы! В этой команде не хватает драйва, танца, рэпа, огня! Махта! Наташа, давай. У фермеров есть правило: на первом свидании не показывать свое хозяйство. Вы попадете в военный оркестр. А, дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце? Вообще молодцы. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача постепенно, к сожалению, подходит к концу. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, оставляйте свои лайки, отзывы, комментарии, мы все посмотрим. Ну а на сегодня все. Пока. Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.